минут по городу Джохару. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Я вас всех приветствую, друзья. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок. ВСУ поставили Путина на колени перед Бесланом». Давайте об этом и многом другом поговорим. Но, как обычно, я хочу начать со сводки от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На 23 августа 2024 года русские террористы потеряли в Украине 1190 убитыми и ранеными, 4 танка, 32 боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 антиаэркрафт, 27 БПЛА, 49 автомобильной техники и цистерн, 6 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ. Вот такие вот дела, друзья. Так. Напоминаю всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментарии, не ставьте лайки и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные, пожалуйста, в усиленном режиме. Так, освещение у нас, наверное, так. Просто очки отражаются, поэтому в очках отражается свет, поэтому я заметил, я обычно свои стримы не люблю смотреть, но когда иногда смотрю, и всегда в глазах отражается вот эта круглая лампочка. Не знаю почему. Это так, должно было быть немного по-другому. Слава Богу, слава Украине. Героям слава, Белла. Героям слава. Героям слава. Так. В Курской области бойцы грузинского легиона взяли трофейный флаг в Курской области. Ну, не показывается где. 158-я, 150-я, по-моему, С3 Красного, Кутузовского, второй степени. Ну, там, короче, и так далее. И стоят 5 наших бравых джигитов с этим красным кровавым флагом трофейным. Ну что же, друзья. Слава украинскому воинству и слава грузинскому воинству. Слава Грузии. Друзья, я хотел бы напомнить вам про одного известного террориста российского. Его некоторые еще называют философом, Александром Дугиным. И вот его слова. «Я сторонник репрессий, при этом я понимаю, что они могут затронуть не только виновных, но и правых. Я за репрессии не только против врагов и тем более моих личных врагов». Обратите внимание, он за репрессии против его личных врагов. Но я за репрессии в целом, понимаете? Репрессия – это призыв к ответственности за дела, слова, жесты. Мысли надо было дописать. Убежденных людей это не сломает, а всех остальных заставит выбирать выражения. Репрессии могут коснуться меня. Ну кто сказал, что я во всем прав? Может быть, я ошибаюсь, и если эти ошибки болезненны для общества и государства, то, наверное, за них надо нести наказание. При этом совершенно очевидно, что есть и без меня множество фигур. Либералы, предатели, олигархи, коррупционеры, русофобы. Короче, всю путинскую верхушку перечислил. Которых следует покарать. Ну, в том числе и Путин в этой когорте. Жестоко. Поэтому репрессии необходимы и неизбежны. Нельзя призывать репрессии и считать, что ты лично их избежишь. Отвертишься, не отвертишься. Но и они не отвертятся. Никто вообще не отвертится. Репрессии это серьезно. Репрессии это тотально. Поэтому на репрессии надо решиться. Главное их начать. Все остальное приложится. Это было в прошлом году, он это сказал. В августе 23 года. И мы уже видим, что это все идет уже
полным ходом. Военных, генералов уже репрессируют и так далее. Ну, а кто сказал, что тебя это не коснется? Всех коснется, не вам же только убивать, правильно? И вас тоже могут убивать, причем свои же. А раньше вот что говорил философ Александр Дугин. Украинцев нужно убивать, убивать и убивать. Это я вам как профессор говорю, говорил тогда Дугин. Теперь Дугин призывает, вот в первом случае призывал убивать соплеменников. Однако прогресс. Раньше украинцев убивали, а теперь они хотят друг друга убивать. Однако прогресс. Но в Российской Федерации не открываются Telegram, WhatsApp и другие мессенджеры. Telegram, я не знаю, это, наверное, для легенды он не открывается. Сообщается также о крупных перебоях в работе Skype, Discord, Facebook, Messenger. Через VPN мессенджеры работают нормально. Кроме того, затруднен доступ российских пользователей в Википедию, Marketplace, видеоигр Steam, соцсети ВКонтакте и сервису трансляции Twitch. Не открываются сервисы, отслеживающие сбои, такие как Dow Detector, Dow Radar и Сбой РФ. Также есть данные о проблемах о работе мобильных операторов и провайдеров, включая Ростелеком. Причина перебоев не ясна. Аналогичные проблемы, возникшие в РФ в ночь на 19 августа с доступом в Telegram, некоторые эксперты объяснили тестированием российскими регуляторами методов блокировки из VPN-сервисов. Ну что ж, может быть, это хакерская атака отсюда, с Украины, с Запада. Может быть, сами что-то тестируют. Вчера, вы помните, ко мне тут заходил деятель, который грозился мой канал уничтожить. Я думаю, хакеры там не нужны. Просто немножко дайте Ютубу денег, и он все сам за вас сделает. Для вас это привычно, ведь, правильно, покупать. А им привычно продавать. Как говорил Ленин, мы купим у них веревку, на которой мы их повесим, у этих капиталистов. Вот, давайте, YouTube капитализируется, да, который давил все 5 лет мой канал, и вот сейчас что-то, о чудо, произошло. Мой канал, хоть и монетизации нет, хоть и на территории фашистской России запрещен, я имею в виду YouTube канал реалити, но все равно каждый день мы прорываем блокаду, и наши стримы видны и смотрят большое количество людей. Так, пойдемте дальше. Так, к нам пожаловал шайтан. Очень часто к нам шайтанчики заходят. Свободу Кавказу. Амин, амин было. Так, ассалам алейкум, саночи, бусел ваш ассалам алейкум, ассалам. Гламур, муо. Так, Зора, ва алейкум ассалам, Абу Убайда. Далсайоль, Абу Убайда. Матиль. Ва алейкум ассалам. Так, давайте, что у нас в YouTube пишут. Что такое? Что случилось? Кто стучится в дверь моя? Так, гражданин Ичкерия, ассалам алейкум, ашволь ассалам, ва алейкум ассалам, дал мула, все будет Ичкерия, дал мула, гражданин Ичкерия, дал мула. Осман, ва алейкум салам, Шамсад, Хакдан, ва алейкум салам, привет всем участникам, from USA, Georgia, Расудан Датукашвили, from USA, Georgia. Хай, USA, Georgia. Шалом, Аснам, все будет Ичкерия, слава Украине, живи Беларусь, Боже, храни Америку. Амин, Ян Маназон. Шалом, дорогой, шалом алейхум, приветствую тебя. Да, я уже понял, можешь не писать. Конечно, Америку, конечно. Нам Америка очень нужна. Америка сама не знает. Америка уже, знаете, ушла от тех реальных своих отцов-основателей, от всех, поплыла, у нее все хорошо, она большая, великая. Реально это мировая цивилизация, англо-американская, европейская. Это мировая цивилизация. У каждого народа, у каждых
групп этнических, есть свои древние цивилизации, менее древние цивилизации. А вот Америка и западная, как ее называют, цивилизация, это мировая цивилизация. И, конечно же, она нам очень нужна. Очень нужна нам Америка. Я критикую, Запад критикую, Америку, одного из президентов Америки критиковал. Но я могу сказать при всем при этом, что и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки являются те странами, которые, конечно, если бы чуть-чуть мизинчиком своим пошевелили бы, они бы много что сделали бы для чеченского народа, для кавказцев в целом, для многих чего еще сделало бы в борьбе против этого зла, всемирного, фашистского, русского зла. Ну, не всегда она это делает, но мы должны научиться стать частью вот этой мировой цивилизации и попробовать извлечь для наших народов выгоду, пользу от этого. И благодаря тому, что есть такая цивилизация, англо-американская, западная цивилизация, могу сказать за чеченцев, их не всех уничтожили. Не всех. А могли бы всех, могли бы всех. И даже Кадыров, который грозился поставить США, ну, по приказу, конечно, ФСБ и лично Путина он это грозился делать, это всего лишь говорящая голова, хотелось поставить Америку раком и так далее, и так далее. Я могу сказать, что именно благодаря Соединенным Штатам Америки, Великобритании и западной цивилизации Кадыров стал на тот пост, на котором он сейчас стоит. Может показаться странным мои слова, да? Но это абсолютно так. Это на самом деле именно благодаря западной цивилизации стал. Если бы там не было бы западной цивилизации, влияния западной цивилизации, то на месте Кадырова находился бы какой-нибудь Иванов, какой-нибудь Шаманов, и нас бы топили бы в крови, выселяли бы, уничтожали бы, продолжали бы делать это дальше. Но России нужно было показать, что перед Западом, что это внутренний чеченский конфликт, что это гражданская война между чеченцами, что Россия это такой арбитр, который взрывает, правда, свои дома перед тем, как стать арбитром, но своих спящих людей в Буйнакске, в Москве, в Волгодонске, напоминаю, в Рязани их задержали с поличным. И вот благодаря этому, Кадыров неблагодарная вот такая вот скотина оказалась. Он грозится Америке. Ну как так, Рамзан? Ты спасибо должен не Путину говорить. Хотя и Путину должен сказать спасибо англо-американской западной цивилизации. Потому что если бы не было бы добра на то, чтобы вот этот ГБшный прищ занял Кремль, со стороны Америки, со стороны Великобритании. Помните, Тони Блэр прилетал. Уже были взрывы домов в 99 году. Все такое, Тони Блэр прилетал в Москву. Встречался в Большом театре, по-моему, или где-то в Питере это было. Как он там у них там называется, театр, где-то они там слушали оперную музыку, там третье, десятое, ну все как полагается у аристократов, там все такое. Шарикова вывели в аристократы, но все равно нутро Шарикова оказалось сильнее, и он вернулся в свое естественное шариковское состояние. Так, давайте дальше почитаем комментарии ваши, друзья. Шамсаду, алейкум салам, Эйлер Муат, салам хаицерас. Так, Америка, салам всем свободным людям, салам Аслан, салам, Эд, дорогой, приветствую тебя. Так, давайте почитаем комментарии тут. Крым, Русня, говорит Александр. Так, Хайн. Дела Сайфулла ночью бошек цивилизации هناك من انك تكون شريعة ديز بو شريعة ديش ولا هتا بوسل بسجوا مير سجوا سويق إقامل ديش وسنول أدميش حيل وقا خروسو
حاول وقو سوي قرديش والله جو ونخسا قوي хаюагоич хотя ёкш гайта ты шариат хочешь, будь мужчиной, покажи свое имя, выйди, вот ты меня оскорбляешь, ты не понимаешь, что я говорю даже, но ты вот меня тут зашел оскорбляешь. Давай, я надеюсь, тебе хватит мужества показать свое лицо, назвать имя, фамилию и так далее. Слава вольному народу Ичкерии, слава Украине, героям слава. В Берлине убрали убийцу. Смотри и ты, говорит Александр 58. Александр 58, ты мне так угрожаешь, что ли? Убрали убийцу, ты имеешь в виду, убили Зелимхана Хангашвили, русские террористы подло, как они любят, из-под тишка в спину? И ты грозишь мне тем же самым, что меня здесь, что ли? А ну-ка назовись полностью, имя, фамилия. Хотел знать этого героя. Вся страна хочет, вся Германия, вся немецкая полиция мечтает узнать, как тебя зовут. Я очень надеюсь, что ты в Германии, Деон. Давай, Александр, сейчас я тебя запомню, Деон. Тут некоторые писали, Санек. Писали, угрозились там, убийством грозились, 3-й, 10-й. Не знаю, что с ними стало, до сих пор не доехали они до меня. Ну, говорят, у них большие проблемы, Деон. Помню видос, где Жириновский не очень высказался о Шариковых. Путин это задел. Потому что Путин это и есть Шариков. Самый настоящий Шариков. Впрочем, как и Жириновский. Поверьте, Жириновский был намного грамотнее, конечно, Шарикова Путина. Но был такой же Шариков. Ты мне не болтай, Александр. Ты представься, фамилия, имя, отчество, кому ты, кто грозит Аслану Арцуеву убийству по аналогии с Зелимханом Хангашвили. Пожалуйста, представьтесь, назовитесь, давайте вы мне расскажете, кто же это такой дерзкий парень, да? Или вы думаете, вы бессмертны, да? Или вам можно угрожать людям убийством? Я думаю, вы очень сильно пожалеете об этом, да? Очень сильно. Да, Борис, абсолютно. Самый настоящий шныри, да? Да, Александр Шариков. Да, Бандера. Совершенно верно, Бандера Степан. Чеченцам не хватает Джохара Дудаева. Чеченцам, конечно же, Джохара Дудаева не хватает. Это правда. Джохар Дудаев много мог бы нам сегодня, с учетом его опыта, знаний, мудрости, дать нам. Конечно же, русские террористы убили его тысячи и тысячи, таких же, как Джохар Дудаев, мы потеряли. Но чеченская земля, чеченский народ не оскудел еще ни на Джохаров, ни на Байсангуров, ни на шейхов Мансуров и всех остальных. Я вас уверяю, чеченский народ затаился и ждет своего часа. Мы немножко ошиблись в той поддержке, которую нам хотелось бы получить от Запада, от мирового сообщества. Мы хотели стать верными, надежными друзьями. Да? Вот не можем мы найти в этом мире никого, с кем можно быть верным, равным, надежным товарищем, союзником и так далее. К большому сожалению, пока мы не нашли. Ищем, но пока еще в поисках, как говорится. Но я очень верю, что все будет Ичкерия, да, Алмова. Дудаевы будут, Дудаевы есть, они родились, они среди нас, они получают в университетских стенах лучшее образование Европы, мира, Америки. Они сражаются на фронтах, в том числе информационных фронтах. Много есть молодых анонимных парней, которые делают очень важную, полезную работу с ошибками. Не бойтесь ошибаться. Бойтесь повторять ошибки, но не бойтесь ошибаться, потому что никто вам, молодым ребятам я обращаюсь, никто вам, молодым Джохарам я обращаюсь, вам свои секреты не раскроет. Все тут закрыто, все
занимаются чисто своими делами, и поэтому только лишь методом проб и ошибок, экспериментальным, практическим путем можно добиться того, чтобы набраться опыта, стать сильным, умным. А это набивает только шишки, только пробуя, получая там, по голове, по рукам и снова пробуя, ну, уже другим путем. Просто не повторяйте одни и те же ошибки, а ошибки их нужно делать, их нужно совершать ошибки. Нужно, это очень полезно, очень важно. И не стесняйтесь, если кто-то вас будет там за это там упрекать. Фу, ты дурак, ты не справился, ты не смог. Наоборот, это хорошо, это должно вас подстегивать. И не обращайте внимания, мнение людей ничего не значит. Молодые, дерзайте, дерзайте. И вы обязаны, вы не обязаны воевать там в Сирии, вы не обязаны воевать там в Афганистане, там в Украине. Нигде на вас нет обязанности, прямой обязанности на войне в этом. Но вы обязаны защищать свою землю, свой род, свой народ, свою нацию, свое государство. Это прямой долг каждого человека, гражданина, мусульманина, вообще любого человека. Это мы обязаны делать. Это мы обязаны делать. Ладно, пойдемте дальше, друзья. Так что джахары есть и будут. Лукашенко будут судить вместе с Путиным, или он опять выкрутится? Я думаю, Лукашенко первый пойдет в расход. Ян Маназон. Я думаю, Лукашенко первый вперед Путина. Это балласт, который будет сбрасываться до того, как доберутся до Путина. Ну, конечно же, может быть, как чей-то меткий выстрел может оборвать жизнь великого русского Шарикова Путина. Но если этого не произойдет, то я думаю, что, скорее всего, Лукашенко сядет либо вместе, либо чуть-чуть вперед. Потому что по званию, как говорится, положено сесть вперед. Светлана Граниш, вітаю вас. І я вас вітаю, Светлана. Україна вітає. Вітаю вас, Светлана Ходзевич и Светлана Граниш. Вітаю вас, дорогие мои. Аслан, я уже задавал этот вопрос Аяду. И он сказал, если бы США и Евросоюз помогли бы, мы бы тогда же, как сейчас Украине, где бы мы были сейчас? Да, я помню твой этот вопрос, и абсолютно верно, не было бы ни Грузии, то есть войны в Грузии, не было бы ни войны в Сирии, вернее, война в Сирии произошла бы, Башар Асад потерпел бы поражение, и демократические силы заняли бы Сирию, и Сирия сейчас бы уже развивалась как демократическое государство. Тогда, если бы помогли чеченцам, 1%, 5% от того, что помогают Украине сегодня. Я не говорю даже о той помощи, которая оказывается Украине. Просто 1, 2, 3, 5%, чтобы помочь чеченцам. Тогда, если бы это произошло бы. И Россия бы уже стала бы другой. Россия потерпела бы тогда поражение между чеченцами. Мы бы не захватили бы Россию, как пугает. Не было бы никакого эффекта домино, как тоже пугают. Но мы, как видим, россияне и другие, там, кто проживает, они уже ментально уже превратились многие. И поэтому, может, кто-то бы захотел бы выйти, но по большей части никто бы этого, наверное, немного кто этого захотел бы. Поэтому, к большому сожалению, то, что случилось то, что случилось. Когда будет Ичкерия, у вас не будет юю, бардаков, бардак бардаков. Это, я так полагаю, чеченец. И это такой антикадыровский чеченец, но он пророссийский чеченец, я так полагаю. Потому что они мне все говорят, да, Кадыров сменится, может там произойдет революция или какие-нибудь изменения, но ты туда не приедешь, они мне говорят. Понимаете, они хотят остаться частью России. А если это будет частью России, то, конечно, меня ждет и терроризм, и экстремизм, и все остальные уголовные статьи фашистской, террористической России. Ну что ж, я когда работал адвокатом, защищал людей, которых обвиняют там в терроризме, там в разных экстремистских, там участие в террористических организациях, там 3-10. И я честно скажу, я им искренне завидовал. Я завидовал, что им хватило мужества встать во весь рост и заявить несогласие
несогласие свое перед этим злом, абсолютным, беспримесным, ФСБшно-КГБшным этим злом. Поэтому теперь я достиг таких же высот, как и они. Поэтому ничего, будем террористами, если это надо фашистской Русне. Любой будет террорист. Вон Зеленский у них террорист, Байден у них террорист. Поэтому в нашей компании, в принципе, много приличных людей, я вам скажу. Да. Он сказал, фашистской Российской Федерации уже не было бы. Я не понимаю, почему мое правительство не учитывает этот факт. Ичкерия сломала хребет своими силами. Мы будем стучаться своему правительству, чтобы они подумали помочь. Было бы отлично это. Большое тебе спасибо. Конечно, это было бы отлично. Не знаю, почему не учитывали. Я полагаю, не учитывали этот факт. Я полагаю, что контракты на газ и нефть, и контроль над ядерным вооружением, ну и многие другие, например, Первая война, размен Ичкерии на одни из интересов Запада, Соединенных Штатов Америки. Это была ситуация в Сербии, в Югославии, когда нас фактически обменяли на то, чтобы Россия не лезла в Югославию, а все остальные не лезли в фашистскую войну против чеченского государства и народа. То есть геноцид чеченского. Американцы, натовские войска, в отличие от русских, геноцид не устраивали, наоборот, предотвращали геноцид, задерживали военных преступников. Русские же, наоборот, сами были военными преступниками и совершали геноцид чеченского народа. Размен несправедливый, как обмен Красикова недавно, который был террористов на простых людей менять. Но вот такая вот судьба, такая вот доля чеченцев, доля. Нам придется своей кровью закрывать постыдные дела некоторых политиков на Западе. Ну что ж, такая вот доля у чеченцев, да. Но мы все понимаем, Я надеюсь, что пройдет время, и народ Ичкерии, народ Украины станут такими верными, надежными друзьями. Я думаю, что для этого времени нужно, мы уже есть. Я вам скажу, что чеченцы, которые стоят на страже Украины, в том числе информационно, душой, сердцем, мы верны, мы не бываем фальшивыми, ну, за редким исключением, конечно. Если мы любим так по-настоящему, если ненавидим, то от души, так сказать, да. Поэтому мы уже, не нужно нам никакое время, мы уже с вами друзья, братья, союзники. Правда, у вас там не все так считают. Да, и у нас, правда, есть некоторые, кто так не считает, поэтому все нормально, мы справимся. Ассаламу алейкум, брат. Валейкум салам, Мерседес, Машволь. Скоро пойдешь к Дудаеву, говорит Скорпион. Ты не представляешь, ты высказываешь мои мечты просто. Я бы очень хотел с ним сейчас поговорить, очень сильно. Даже переместиться в другую жизнь и там не возвращаясь сюда. Очень нужно. Не факт, что я попаду туда, куда он попадет. Потому что это был очень порядочный человек, добропорядочный мусульманин, а я плохой мусульманин. Поэтому могу и не попасть туда, но будем надеяться. Спасибо за пожелания. Жалко, что в свое время подверглись русской пропаганде и проспали момент, когда убивали чеченских героев. Весь чеченский народ, in God we trust, в Бога мы верим, весь чеченский народ, не только героев, женщин, детей, вы даже не представляете, какой ад там был. Вы не представляете, вот когда некоторые задают вопрос, почему чеченцы не восстают, я просто хочу схватиться за голову и сказать, что, черт возьми, ты несешь. Потому что вы даже не представляете, вот эта Буча, которая была в Украине, Буча, она была на всей территории Чеченской Республики, на всей.
И после Бучи люди хотя бы получили какую-то реабилитацию, какую-то поддержку. После Чеченской республики, которая вся территория была усеяна трупами, массовыми могилами массового захоронения, концлагерями по всей территории, по всей, где угодно, где стоят русские, какие дислоцируются части, и там трупы, трупы, трупы. Людей забирали, похищали, уничтожали, женщин, детей, беременным животы спаривали, убивали всех, в маленькой кроватке детей. Это было массово, повсеместно это было. И нам говорили, потерпите немного, потерпите немного. Все нормально, это вот как Бучи, все нормально, ну убили чуть-чуть, потерпите. Все будет хорошо, все будет нормально. И потом, когда мы не терпели, представьте, Буча, которая не терпела, оказалась в лапах русских террористов и не терпела. И весь мир видит, что в этой Буче вот эта небольшая группа людей, вот эта, которая кричит, что мы истекаем кровью, нас убивают. Просто представьте эту картину. И эта группа не замолкает. Она говорит, вы с ума сошли, нас убивают. И тогда весь мир по указке тех, кто их убивал в Буче, русских террористов, называет их террористами. И весь мир начинает также называть их террористами. Тех, кто только что пережил геноцид, представьте. Представьте, концлагерь нацистский, уничтожаются евреи в огромном количестве. Они возмущаются, они кричат, нас убивают. Так это же террористы. И еще больше начинают их убивать. Вот что произошло с чеченским народом. Вот что произойдет с вами, украинцы, если вы проиграете. Если вы дадите слабинку. Вот о чем я вас предупреждаю. Уже на протяжении вот скольких лет. Вот что с нами было. Еще мир не знает, что сделали с чеченцами. Еще мир, а у мира есть и факты, и видеофиксация. Много-много журналистов было в Чеченской республике. Огромное количество было людей, которые все это фиксировали, замечали, смотрели, но замолчали. Потому что русские станут демократами. Потому что они станут цивилизованной страной. Потерпите, останьтесь в этой фашистской русне и потерпите. А мы знаем, что они не исправятся. Это вы там за океаном, где-то там в Европах своих знаете, верите, что они изменятся. Мы-то знаем их лучше, чем вы их знаете. Мы-то их оскал перед смертью, который они, истинное свое лицо, перед нашим убийством, которое они нам показали, мы-то увидели этот оскал. Как в Буче люди увидели. Мы знаем, что их истинное нутро, мы знаем. Понимаете? Они никогда не станут нормальными, цивилизованными, демократическими. Пока Россия не будет разделена на части, ее делить никто не собирается, как мы уже понимаем. Но пока этого не произойдет, пока со стен Кремля не будет видна граница России, она никогда не будет не то что демократической, даже выполнять международное право она не будет. И мы видели, как она не выполняла. Не то, что Европарламент, то, что там ей предлагал выполнить, не то, что ООН. Ну все, любое убийство совершает, она сидит в Совете Безопасности ООН постоянным членом. Фашистская русня сидит постоянный член Совета Безопасности. Две страны на земле, которые совершают геноцид народов, это Китай над уйгурами и русский над чеченцами, грузинами, украинцами, на всех, кого они достанут. И они имеют право вето. Это постоянные члены Совета Безопасности ООН. И их никто не собирается оттуда удалять. Понимаете? И они всегда там наверху наложат вето, договорятся. Мы тут копошимся, убиваемся, разрываемся, сгораем в огне. Они всегда договорятся, скажут, ну ладно тогда. Ладно, ну вы же постоянный член Совета Безопасности. Ну все, у вас есть право. Вот такой вот несправедливый этот мир. Но отчаиваться у нас нету ни сил, ни времени, поэтому будем продолжать в том же духе. Наша сила, если мы все разберемся,
Кто есть враг? Чеченская пословица гласит: не тот смел, не тот онах, онах это рыцарь по-чеченски, не тот онах, кто смел, а тот онах, кто знает, кто его враг. Понимаете? Вот мы должны знать просто, кто его враг, и придет, все станет на свое место. И русские поймут, нормальные, которые среди них есть, и мы все поймем, разберемся. Тула майгах, и вот саши куяц, да мула. Алейк салам. Так, друзья, я перемотаю тут в ТикТок. Украина не существовала, говорит. Ну и, конечно, такой бред вы про чеченцев говорите. Чеченское государство не существовало, что мы друг друга перережем, если вы уйдете. И поэтому, чтобы мы умрем с голоду, и чтобы мы не перерезали друг друга, чтобы не умерли с голоду, вы нас напалмом, огнем. Да, мы это знаем. Вы фашня, самая настоящая. С вами разговаривать нет никакого смысла. Вот Буча это фейк, говорит. Конечно, фейк. Фейк, все, что... Знаешь, что фейк, я тебе скажу, Понтиус? Фейк это ваша армия. Фейк это вы сами. Фейк ваше государство. Фейк ваше величие. Вот это все фейк. Это все выдумано. Не существует. Никакой русской нации не существует. Это искусственно созданное образование из многих-многих народов, закабаленных, порабощенных, уничтожаемых, которые потеряли свое «я». Иван, не помнящий родства. Это все становились русскими Иванами, которые забывали свое родное. Там, кем бы он там ни был, славянин он был, там, бурят он был, якут был, чуваш был, не имеет значения. Вот он забыл свое, вот он стал русским. Вот что фейк, понимаешь? Так. Я надеюсь, что так. Ассаламу алейкум, алейкум салам, нацмашоль. Я была в этом аду с новорожденным сыном, и врагу не пожелаю. Русские фашисты, все, что ты говоришь, Аслан, я подтверждаю. Аминат Шихаева. Аминат, я выражаю вам свою поддержку за то переживание. Дай Бог, чтобы и вы, и ваш ребенок долгую, счастливую жизнь прожили и не вспоминали об этих ужасах больше. Я знаю просто, о чем говорю. На этом канале не врут. Здесь нету русофобии. Я миллион раз говорил, что к русским я абсолютно нормально, как ко всем народам отношусь. Я отношусь тем вот, тех, что творили в Буче, тем вот этим русским имперцам, фашистам. Есть украинские русские, к которым я с большим уважением отношусь, тем, кто не отказывает в праве мне на государство, как они сами себе не отказывают. Все, там потому что есть и имперские русские тоже, как выясняется. Поэтому дело не в том, что мы говорим там русские, не русские. Дело в том, что это творят русские и не извиняются. Объясните мне, русские. Объясните, вот именно русским я хочу задать этот вопрос. Именно российским русским, кто живет в России. Скажите мне, почему осетины самые главные защитники на Кавказе были? Это племя от персов, иранцев, которые были когда-то завоевателями там на Кавказе. И вот заняли вот эту территорию, тоже это наши земли, кавказские земли. И они оказались среди нас.
долго жили, они служили России, Российской империи. У нас с ними, в принципе, не было никаких проблем, ни ингушей не было, которые тоже служили России, осетины служили России. Мы сражались, находились в хороших, плохих, разных отношениях с Россией. Но это наши люди, живущие осетины на нашем Кавказе. Оставим то, что они служат вам, фашистской Русне, которой вы отблагодарили так, осетины. И вот скажите мне, за 20 лет после того, как демонстративно, открыто, после того, когда чеченский президент Масхадов сказал, я готов остановить эту бойню и договариваться с террористами, чтобы ни один ребенок не погиб, чтобы ни с кем не разговаривать, демонстративно. Можно было их не с огнеметов и танков расстреливать, правильно? Можно было же взрывать спортзал, школу перед тем, как зайти, не со стороны спортзала, где битком забиты женщинами и детьми. Правильно? Это было целенаправленное, демонстративное, циничное, хладнокровное убийство огромного количества людей. За все, он знал, почему это было. И ваши, вот кто непосредственно пострадал, может, есть какие-то там осетины, которые верят Путину. А тот, кто в Беслане, они знали, что это демонстративное уничтожение было. Это акт устрашения и осетин, и чеченцев было. Это самых главных своих союзников на Кавказе, которые верой и правдой вам служили. И за 20 лет он ни разу не извинился перед ними. Ни разу не стал на колени по христианской традиции. Вы же тут поборники христианской морали, защитники христианских ценностей и так далее, семейных ценностей. Почему за 20 лет Путин не стал на колени перед осетинскими матерями, перед волгодонскими матерями, людьми, которых он там взорвал вместе с Патрушевым, перед Буйнакске, где тоже дом взорвал, где в Москве 2 дома на Каширке, на Гурьянов. Почему не стал никогда Путин перед ними на колени? Почему сейчас, когда украинская армия зашла в Курскую область, заняла Курскую область, по всей видимости, будет занимать и Белгородскую, и Брянскую области, почему сейчас он встал? Именно потому, что не ваша заслуга, осетины, не что-либо другое, человечность, какая-то божественная сила какая-то, которая есть, не заставили Путина сделать. Только страх. Страх. И осетины, запомните, перед вами на колени стал Путин только после того, как украинская армия зашла на территорию и грозится дойти до Москвы, понимаете? Только так стал. Вот. И потом мне не рассказывайте, осетины, что Путин перед вами на коленях стал, извинился, даже через 20 лет. Ну все-таки ж стал на колени. Он стал на колени только сейчас, когда вы нужны ему на Кавказе, чтобы против чеченцев использовать, как вас всегда использовали. Против ингушей использовать и всех других народов вас когда используют. Для этого стал перед вами Путин на колени. Он стал на колени для того, чтобы отправлять на войну вас против Украины. Хотя именно ЗСУ, осетины, вы воюете против них, гордитесь, такие же вы подонки и предатели, как и кадыровцы. Вот эти осетины, знайте, не те, кто воюет против ЗСУ, против Украины, а те, кто живет в Осетии, знайте, вы должны быть благодарны украинской армии, пану Владимиру Зеленскому и пану Сырскому за то, что Путин стал перед вами на колени. И нужны ли вам эти колени после того, как он лично убивал этих людей, лично отдавал приказ убивать этих людей? Вот такая вот она правда, если говорить правду. Так, давайте дальше. А еще ГПАП-1, кто помнит? Да, нац, их ПАП-1, их ПАП-2 было. Биллионс говорит, я восхищен вами, говорит, ваш мир внутренний как космос. Биллионс.
Спасибо, конечно, за столь высокую оценку. И я предлагаю вам еще мои другие видео посмотреть. У нас огромный материал здесь накоплен на этом канале. И Herzlich willkommen, как говорят немцы. Добро пожаловать на наш канал. Так, сколько я была в этом аду новорожденным, так, мужчины, сколько братских могил откапывали, найдя, хоронили своих детей, жен, отцов, братьев, мужей. Русские, чтобы мы друг друга не убивали, бомбили нас кассетными бомбами и вакуумными бомбами, не говоря уже о психотропной и так далее. Абсолютно. И знаете, речь идет ведь не только о том, что они нас физически уничтожали, они нас ментально уничтожают. Ведь их психологические приемы достигли такого уровня, что мысли, которые они нам внушают, они как будто наши мысли. А это самые сильные мысли. Если вы уверены, что это ваша мысль, вы сами дошли до этой мысли, вас уже никто не переубедит. И в этом и заключается то самое пазловое кодирование, которым они нас подвергают. Понимаете? Они нас конкретно подвергли к пазлам. На нас проведен не только в физическом плане уничтожения, испытания оружия, испытания разных биологических. У нас отдельно девочки получали разные травмы, теряли сознание, рвоты. Помните, были в школах, они приезжали в воинские части, вот эти бандиты их в школах что-то распыляли или оставляли. И у нас девочки потом... стерилизация происходит, девочка не могла иметь уже взрослой жизни, она не могла уже иметь семью, там, детей и так далее. То же самое было по отношению к мальчикам. Сейчас происходит онкология, страшная онкология в Чеченской Республике. Вокруг нету этой онкологии в таком количестве, она есть на Кавказе везде, в таком количестве, как в Чеченской Республике Ичкерия, ее нет, этой онкологии. Психические, психологические расстройства, те пытки, убийства, тот стресс, который стоит над чеченским народом, это страшное дело, друзья. И весь мир делает вид, что этого не существует. Нету этого, нет, ну что такое? Подумаешь там и так далее. А ведь мы дали этому миру, ценой вот этих жертв дали эти 25 лет. Ведь Залужные, Сырские, Зеленский стали теми взрослыми мужчинами, благодаря тому, что они 25 лет находились в свободной стране. Послушайте Джохара Дудаева. Он говорит, после Чечни сразу это должна быть, была там Абхазия, там Аджария, Лизгинастан там должен был стать, кстати говоря, из Дагестана. Его должны были вычленить и там его начать там также использовать в качестве там провокаций разных. Затем в Крым, Украина, там, а потом Европа, потом страны Балтии. Это планы, это все расписано в их доктрине. Мы просто сломали их планы ценой невероятных усилий, ценой огромного количества жертв. Мы оттянули на 25 лет. И этот мир нам не должен после этого хотя бы словом, хотя бы признанием вот тех преступлений, которые нам сделали. Да, вы не несете ответственность за эти убийства, уголовную, непосредственную, но моральную-то должны нести все ответственность. Ведь не только же украинские жизни имеют значение, ведь чеченские жизни, они, наверное, тоже должны иметь значение, если мы строим справедливый мир, справедливое общество. Да, я уже подписан на вас полгода. Ага, миллион. Ну, значит, вы знаете нас. Спасибо. Так, мастер, два слова ты здесь можешь написать. Пожалуйста, давай. Не спам, этот мастер, я тебя сейчас забаню. Не спань только. Это все, я тебя увидел, услышал. Давай, если ты два слова, ты можешь здесь сказать. Ассаламу алейкум вам из Грузии. Свободы вам, свободной Ичкерии. Амаджоба генацвали, ва алейкум ассалам. Спасибо, дорогой грузин. Ассаламу алейкум, ашволю асамую, амокшто. Ва алейк салам, бамут. Все отлично. Дал Бог аста. Унду тига, шуму ашто.
Ты с Америки? Нет, я с Германии, я в Германии. Салам, Асан, что думаешь по поводу приезда Путина в Азербайджан и реакцию украинцев на это? Салам, Эльдар. Ну, я думаю то, что тут пресса распространяет, других у меня мыслей, думок особо нет. Я думаю, что дело связано с газом, дело связано с Курской областью. Во-первых, как мы знаем, один из главных хабов Газпрома в Курской области, в районе Суджи, взят нашими войсками. И, соответственно, получается, видимо, этот газ должен идти как-то по-другому, куда-то, что-то, потому что это деньги, это самое главное и для войны, и для Путина. Поэтому, мне кажется, с этим может быть связано. С этим может быть связано. А так, там может быть еще что-то. Может, что-то секретное, еще какие-то, может, какие-то договоренности. Не знаю. Не знаю. Я думаю, может, это связано с газом. Аслан, когда была война Чечня, где был, ты участвовал? Говорит, бардак бардаков. Говорит, а ты с какой целью интересуешься? Бардак бардаков, смотри, сказать, принимал ли я участие в войне, это, соответственно, взять на себя одну из уголовных статей, которую я уже, весь уголовный кодекс, конечно, я взял, и я не парюсь по этому. Мне интересно, когда вот такие люди, бардак бардаками, с никами, анонимными никами, заходят и мне приказывают взять или предлагают взять на себя очередную статью уголовную. Ты не мог бы представиться для начала, рассказать свое имя, фамилия, рассказать, какие у тебя заслуги перед Уголовным кодексом фашистской России. И потом я уже тебе расскажу, являюсь я участником боевых действий или не являюсь и так далее. Хотя я уже много раз говорил. Салам алейкум, алейкум ассалам, Рояль, Машвойль. Дуже дякую, да. Красавчику, Бог с мозгами. Извини, я не знал был. Бардак бардаков. Извинения не принимаются. Давай, ты мне рассказываешь, как тебя зовут. Тебе не надо знать, кто я. Просто задал вопрос. Если мне не надо знать, кто ты забанен, бардак бардаков. Понимаешь? Вот что я буду с вами делать. Такие вы умные, такие воины. Воевали 2 войны. Все в орденах и в погонах. Там со шрамами и там с ранениями. Да? А я обычный ботаник в очках. Сижу тут и рассказываю. Да? Вы-то воины. Вы воины. Где вы только воины? Нет у вас. 10 лет я вас не вижу, воины. Да? Нет у вас. Большому сожалению. Датскшу. Кегенеш, хагуча боля, эрце бола. Дац, баккачанам, расчет уже, метк бисамбац. Слава Ичкери, героям слава. Скажите, вы брат Ходора? Нет, я его отец. Привет тебе, Беларусь, от белоруса. Живи, Беларусь. Аслан, ты чеченец, ты обязан меня выслушать, говорит мастер. Мастер, почему я обязан? Я не знаю, кто ты. Вы заходите, пиаритесь на мне, потом вам за это еще плюс там бывает, там есть левые и правые. Я никому ничего не обязан. Я обязан 300 тысячам убитых граждан всех национальностей моей страны фашистской Россией. Вот им я обязан, и это добровольно я взял на себя этот груз, и буду этот груз нести. Больше я никому ничего не обязан. Понимаешь? Как вы относитесь к абхазам? Я ко всем отношусь хорошо. Ко всем отношусь хорошо. Я отношусь плохо к тому, что Абхазия не борется за свободу, а полностью легла под Россию и наслаждается этим моментом. Да? Хотя нам рассказывали, что они борются против КГБшных Шеварднадзе за свою свободу и независимость. А оказалось, увы и ах. А к абхазам я отношусь как ко всем народам. Как и положено. Есть хорошие люди, есть плохие.
за геноцид русских в Чечне в 91-95 рассказать не хочешь? До 95-го началась война, и уже был геноцид, да, русских был. До 95-го года, до 94-го она началась уже широкомасштабно. До 95 не было никакого геноцида. Вы, да, сказки рассказывали, как в Украине распятые мальчики, трусики, там, 3-10, там, прибили на доску объявлений. Ну, как обычно вы это делаете, вы это рассказывали, да. Даже наши русские, наши граждане, проживающие в Чечне, они боялись, запуганные были вашей пропагандой. Хотя мы жили, знали, что у нас никого здесь не убили, ничего, но почему-то считалось, что кто-то там убивает, грабит, насилует, этого как бы не было. Были всплески, была пропаганда, все это было, но того, что вы говорите, не было. Так, мастер, я больше не могу, если ты не уважаешь меня, я не собираюсь заниматься вот этой твоей, ты забанен, короче говоря. Поэтому, если был геноцид, все-таки, может быть, я чего-то не знаю. Я вырос в Чеченской Республике, родился в Грозном, вырос в Чеченской Республике, Ичкерия, и все такое, и все своими глазами видел. Если я ошибаюсь, если это не так, и был геноцид русских, приведите мне свидетельства этих русских, которых, члены семьи остались у кого-то, да, кого там загеноцидили. Покажите нам фото, видеосъемку, покажите нам места массового захоронений. Полностью ваша банд-армия, ваша фашистская имперская русней оккупирована наша территория. Вы контролируете всю территорию. Найдите мне массовое захоронение убитых, массово расстрелянных русских, там, загеноциденных и так далее. Это ложь. Это наглая русская пропаганда, которая утверждала о том, что мы там убиваем людей там, и так далее. Я это много раз разоблачал. Нету никаких ни видео, ни фото, никаких свидетельств. Только вот как в Украине с мальчиками распятыми, там, 3-10. Все, на этом заканчивается. На этом вся информация о геноциде заканчивается. Геноцид русских во временно оккупированной или тогда еще не оккупированной Чеченской Республики Ичкерия совершали русские спецслужбы. Как они взрывали свои дома в Буйнакске, в Москве, в Волгодонске. Как они взрывали метро, как они взрывали торговые центры, как они взрывали электрички, метро и все остальное. Это абсолютно 100% правда. Русских геноцидит русская власть ФСБ. Запомните это. Никакие украинцы, никакие грузины, никакие чеченцы или сирийцы вас не геноцидят. Вы нафиг никому не нужны, вас геноцидить. У нас в крови этого нет. У нас в истории этого нет, что мы кого-то геноцидим. Но в вашей истории есть всегда не только геноциды других народов, но и своего собственного. Вы геноцидили. Перед тем, как начать войну против Чеченской Республики Ичкерия, которая вышла из Советского Союза по праву, соблюдя ленинскую, сталинскую, последнего образца советской конституции, по решению Верховного суда, когда все республики и автономные, и союзные были уравнены в правах, после развала Советского Союза вперед Российской Федерации, это легко проверяется, была принята Конституция Чеченской Республики Ичкерия. То есть в 1992 году в марте, 12 марта, ваша Конституция принята 12 декабря 1993 года, за 1,5 года до принятия Чеченской Конституции. Понимаете? После принятия чеченской, за 1,5 года, в 92-м, в марте чеченцы приняли, мы приняли, и русские приняли, вы приняли, в 93-м, в декабре. Июля 92-го года, то есть 12 марта, Ичкерия приняла Конституцию, все, государство сформировалось. 13 марта Грузия нас признала. Июля 92 года русские вывели все свои войска. Первая республика Советского Союза, откуда были выведены все войска российской банд-армии. Это признание, фактическое признание было. Заключались договора, все было нормально. Потом вы решили, что нужно начать восстанавливать свою империю.
и пошли по другому пути. Понимаете? Вы пошли уже по другому пути. И зная, что вы утопите, что мы будем сопротивляться, что мы будем драться, вы нас хорошо знаете, вы всю нашу историю спрятали, она у вас в архивах КГБ хранится. Вы, зная, что будет много жертв среди мирного населения, начали распространять информацию, настраивать наших русских, во-первых, дестабилизировать обстановку, как это было в Украине, и настраивать наших русских против нас, и готовить общественность к тому, что будут жертвы среди мирного населения. Вы убивали наших русских. Не смейте никогда нас упрекать в геноциде русских. Мы защищали наших граждан, всех национальностей, в том числе и русских. Понятно вам? Вы убийцы русских, наших, украинских, грузинских, всех, где там проживали русские, вы приходили якобы защищать их и убивали их, потом, чтобы обвинить в этом нас. Вы самая террористическая и античеловечная страна, которая есть на этой стране, на этой земле. Понимаете? Вы фашня самая настоящая. Самая настоящая. Так, давайте почитаем дальше ваш комментарий. Почему каждая национальность, народ, мне нужно спрашивать, как вы относитесь к палестинцам? Каждый народ вы мне будете, я ко всем отношусь одинаково, ко всем отношусь одинаково. Нет хороших народов, есть плохие люди в этих народах, или плохих народов нет. Есть плохие представители этих народов. Абхазия ни под кого не легла, ни под грузин, ни под русских. Нас мало, и мы выживаем. А нет, со стороны это так не кажется. Что-то я не видел ваших недовольных оккупацией Абхазии и так далее. Вы не выживаете. Вы оказались инструментом в руках, вас использовали, сыграли на ваших чувствах и взяли полный под контроль. И ваше руководство, которое согласилось лечь под русских, оно изменники, и все. Вы находитесь полностью под русскими, и я так полагаю, наверное, многие недовольны, потому что там нищета страшная, но начиналось это не так. Асан, как ты думаешь, после депутинизации, что будет на Рашке? Я не знаю, если честно. У меня разные возникают сценарии. Один из сценариев, Россия превратится в Северную Корею, закроется. Это, такой самый худший сценарий, который я вижу и для россиян, и для нас в целом. Это может затянуться, на десятилетия может затянуться. Это один из сценариев. Другой сценарий, это более, который тоже мне он не нравится, но этот сценарий, скорее всего, более реальный. Вместо Путина разные там КГБшники, там разные Гудковы, Ходорковские, там 3-й, 10-й, какие у них там есть, они повылазят и им передадут власть на России. И эти люди, будут пытаться там перед Украиной, там, извиниться, оправдаться. Ничего не изменится. Будет для Запада послушная какое-то время Россия, как она была послушная при Путине. Вот этот один сценарий. Самый, такой 50 на 50 или даже меньше процентов, 20%, что он осуществится, это справедливость настоящая, о которой мы говорим.
где Россия перестанет существовать, все народы получат право на самоопределение, вообще все народы, вообще Российская Федерация не существует, чтобы было понятно. Потому что Российская Федерация основана на договоре, на федеративном договоре между Москвой и субъектами, так называемыми субъектами Российской Федерации, о добровольном вхождении в новую Российскую Федерацию. Кстати говоря, мы, чеченцы, его никогда не подписывали. Татарстан какое-то время не подписывал, потом подписался. Но дело в том, потом подписал, но дело в том, что подписывали договор о новом образовании с Российской Федерацией те же старые КГБшники, коммунисты, номенклатурщики, которые находились в этих субъектах Российской так называемой Федерации. И это не было волеизъявлением народа. Нам говорят, вы должны были проголосовать, там Украина не провела референдум, Ичкерия не провела референдум, там народ не спросили и так далее. Хотя у нас был референдум, у нас был съезд делегатов от народа, и голосование, и все такое было, и путь выбрали, и так далее. Все у нас было. Но Россия нам рассказывает, что не было референдума, поэтому вышли незаконно из состава Российской Федерации, которая не существовала, как я вам буквально недавно рассказывал. Советский Союз перестал существовать, Российской Федерации не было. Они между собой боролись, кто там будет с коммунистами, кто против коммунистов, или кто там больше американцам понравится, и англичанам там понравится, за это боролись. Быть любимой женой боролись. Пока они боролись, мы свои государства уже создали. Поэтому для воссоздания Российской Федерации тоже нужно было проводить референдум и спрашивать эти народы, а не КГБшные номенклатурщики, коммуняги, которые остались от Советского Союза. Сказали, да, Татарстан будет с Россией, Якутия будет с Россией, Дагестан будет с Россией, Ингушетия будет с Россией. Вот как все произошло. Это все было незаконно, и каждое государство, каждая республика, каждый народ в сегодняшней вот этой так называемой федерации имеет право спокойно выйти. Ее не существует, вот этой фашистской Российской Федерации. И развал России, вот его не будет там, хотя я это плохая теория, ее, по крайней мере, не нужно озвучивать, наверное, и так далее. Но я придерживаюсь, я обычный человек, блогер, у меня нету никакого влияния ни на какие принятия решений. Но я считаю, и я остаюсь при своем мнении, что фашистская Россия будет демократической, соблюдать международное право, только если со стен Кремля будет видна граница России. И если с Курской области сейчас не уйдет украинская армия, Белгород, Брянск займет, или может дальше пойдет до Москвы там, и так далее, то в этом случае крах России неизбежен. И все народы могут получить свободу. Но пока национально-освободительное движение борцов с этим режимами, там, я пока не вижу. К большому сожалению, я пока не вижу. Как-то так. Россия убивала русских на Кавказе, а сейчас убивает украинцев и русских без разбора в Украине. Бросает русских и другие народы на ресурс топку войны сотнями тысяч. И после этого русские кого-то обвиняют в фашизме и терроризме. Что у них в голове? Да, полный бардак. Россия убивала русских на Кавказе, и в первую очередь она, конечно же, убивала кавказцев и чеченцев в первую очередь. Ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум салам, Эрбулат Бейсенбеков. Витаю тебя. Что думаете про сегодняшнее событие в Волгограде? Вы имеете в виду бомбардировки дронами нефтеперерабатывающих заводов и так далее. Это все будет расширяться. Все абсолютно это будет расширяться, расходиться. Удары будут еще больше наноситься. Сейчас все грозятся, что сейчас Путин что-то сделает. Он там выдержал паузу. Сейчас он сказал, что украинцы обстреляли Курскую АЭС, или Курчатовскую АЭС. Возможно,
Это не исключено, мы знаем, что он может пойти на все, что угодно. Но если он взорвет вот эту Курчатовскую АЭС, то ему нужно сказать, что сразу же тебе прилетит. Сразу же. Хотя, может быть, взрыв этой Курчатовской атомной электростанции, она может объединить, сказать, о, там экологическая катастрофа, для нас всех угроза, давайте договариваться, давайте спасать там людей, там третье, десятое и так далее. И там какие-то события могут грандиозные произойти. Но мне кажется, Путин полностью деморализован. И, конечно же, они сейчас ищут какой-то... Не он только один, все они там деморализованы, растеряны, но это состояние, оно не вечно, оно проходит. Человек имеет свойство успокаиваться даже после очень большой панической атаки. Но будем наблюдать, будем наблюдать. Россия будет получать еще удары, и каждый божий день будет усиливаться. В каждый русский дом, в российский дом войдет петух войны. Каждый русский дом, как он вошел в каждый чеченский дом, почти в каждый украинский дом, будет входить и войдет. Так я это вижу. Тюрьма захватить. Вот, да, захватили. Я не верю вот в эти вылазки, захваты тюрем, там, 3-10, что там пытаются поднять восстание, 3-10. Я считаю, что, скорее всего, это провокации, которые специально делаются для того, чтобы сейчас зачистить, знаете, все ядро. Вообще, России существует две. Это тюремная Россия и как бы свободная Россия. Вот тюремная свобода, она более свободная, чем как бы свободная Россия. Если не запутались, то понимаете, о чем я. И в самой тюрьме, как появились вот эти воры в законе, 3-10, также там огромное количество людей сидят, которые преследуются за их религиозные взгляды. И там целая такая субкультура создалась в тюрьмах. Всегда есть одно из главных субкультур. Это воровские понятия, которые управляются КГБ, администрацией там помогаются, все такое. Ну и появилась вот эта мусульманская, вот эта ваххабистская культура, субкультура, которая там находится. И они имеют определенный вес. Они с теми не пересекаются практически, с этими блатными, там, ворами, 3-10. Но они существуют, у них есть право, они опасные, их побаиваются. Ну, их не так много, но они есть. И мне кажется, вот именно то, что сейчас на тюрьмы они нацелены, они хотят зачистить и этот костяк. Они хотят из этих людей, вот этих радикальных, с ними нужно работать. Их нужно подводить под что-то. Для этого нужно потрясение, теракт, там, убийство, там, 3-10, чтобы потом исполнители, пытающие вот эти садисты русские, могли с чистой совестью, так сказать, если так можно сказать, в отношении пыток садиста над заключенным, вот с чистой совестью, чтобы они могли их пытать там и делать из них, ну вот идет работа такая целенаправленная, переделывание, все вот зачищение вот этих всех свободных элементов. Не подконтрольных элементов. На мой взгляд, это делается для чего? Для чего это делается? А делается это для того, что в России ожидается новая волна противостояния против радикального ислама. Радикальная форма ислама. Людей, представляющих радикальную форму ислама. Потому что все идет к тому, что в России будут религиозные мусульманские зачистки.
Потому что та негативная, та отрицательная энергия, которая сейчас накапливается на границе Украины, вот в самой Украине, среди вот этих оккупационных банд, которые сейчас массово уже сдаются, массово дальше будут сдаваться. И потом вот это все нужно выводить, и куда-то вот этот негатив нужно направить. И самое удачное, самое лучшее они представляют, это направить на мусульман. Вот я так это вижу. По всей видимости, нас ждет еще после Украины большая кровавая разборка внутри самой фашистской России. И острием этого будут мусульмане, которых потом все будут называть плохими и так далее. Хотя сейчас все ждут маны небесной от них, чтобы они переключили всю вот эту всю на себя. Но они не так сильны. Это больше будут симулякры, да, будут страдать абсолютно невиновные люди, как обычно это было в борьбе с терроризмом, борьбе с мировым терроризмом. Очень много невиновных людей страдало. Сами искусственно создавали русские в первую очередь, и, наверное, другие, если раздавали русские в таком количестве, весь мир видел это и как не замечал якобы, то я уверен, и другие тоже сами создают себе разных там религиозных фанатиков, чтобы потом успешно с ними бороться, усиливаться, становиться сильнее, получать звезды. Это во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия это называлось на результат пустить человека. Чеченцы более такие, менее лицемерные, и у нас вот даже у этих коллаборантов все так открыто, они не скрывались, прям на результат, бомба, снаряд, там, патрон, граната, флаг ИГИЛ, ну все как положено, подложили, убили, все. Теперь я большой борец с терроризмом. Вот такой вот этот прекрасный Богом созданный мир, попавший к людям, созданных по образу, так сказать, и подобию Божьему. Вот какие мы Божьи твари, получается. Аса, я тебе скажу свое мнение. Арабы, китайцы, индийцы, малазийцы лучше. Ладжос, я абсолютно с вами согласен. Абсолютно. Этнические чистки, ну вот Помпиду не перестает удивлять и настаивать на своей бредовой мысли, что этнические чистки с 91 по 94 погибло 21 тысяча русских людей на территории Чечни. Вы раньше говорили 1 миллион русских убито, потом 100 тысяч русских убито, потом 50 тысяч русских, теперь 21 тысяча. Покажите мне фотографии, видео убитых, массового захоронения. Геноцид же был, правильно? Значит, люди должны были возмущаться, люди должны были кричать об этом на весь мир. Не русская пропаганда, а мир должен быть. Я вас уверяю, и американцы, и англичане, и немцы, которые в огромном количестве журналистов пребывало на территории Чеченской Республики Ичкерия, они бы это зафиксировали бы и показали бы всему миру. Они были не за нас, они были за объективность. И они бы ее показали бы. А мы сами возили всех этих журналистов, радовались. Мой папа их возил. Журналистов показывал им все. Причем бесплатно. Они ему денег предлагали. Ничего не надо. Только говорите правду. Только правду говорите. Они у нас спали, мы их кормили, там, заботились о них. Но мы хотели только от них правду. Поэтому не надо лгать. Не надо лгать. 40 тысяч было рабов, говорит, это данные ООН. Ой, какой ты бесстыжий, какой же ты бесстыжий. 46 тысяч было рабов. Это же каждому чеченцу по 2 раба, что ли? Где мои рабы, елки-палки? Почему я вырос без рабов, короче? Что это такое, я вообще спрашиваю? Как это так? 46 тысяч было рабов, а я ни одного не увидел. Вот сволочь, обманули меня. Вот как же так? Как же я остался без своих рабов? Ну, вообще непорядок.
Валейк салам, Кавказ. Говорит, вернись. Говорит, вернись в Чечню. Вернись в Чечню, предатель, говорит. Сергей, а ты мне гарантируешь безопасность? Давай я вернусь. Ты мне гарантируешь безопасность? А то вернись, так легко сказать. Меня же там сразу же в подвал на электрический стул вел. Ты мне скажи, ты гарантируешь, Сережа? А ну вернись. Там Махмуды там разные, Рамзаны гарантировать ничего не могут. Вот ты можешь гарантировать. Приветствую, Пивоваров. Глеб, приветствую. Ой, какой настырный. 2 месяца назад меня видели в Чечне, говорит. 2 месяца назад я сижу здесь, перед вами, в прямом эфире, в Германии. Какие же вы молодцы, Дион, какие же молодцы. Кстати говоря, СБУ распространяла про меня слухи, что у меня бизнес в Чечне, там, 3-10, ну, представитель СБУшки там. Вернись в Казахстан, я гарантирую. Казахстан, да я не возвращаюсь, да. Я не уезжал из Казахстана. Если чечен, значит друг. Да. Дейрей Сурамад, валейк салам. Куда ты, Сережа, делся? Где мои гарантии? Я хочу вернуться. Что-то, Деон, да? Пропали мои гарантии. Так. Кто устроил 11 сентября 2001 году? Добро с кулаками. Да, 11 сентября, на мой взгляд, за терактом 11 сентября стоит террористическая банда ФСБ и ГРУ. Дело в том, у меня есть доказательства этому, есть живой свидетель этому, человек по имени Константин Боровой, который находится, в данный момент находится в Соединенных Штатах Америки. Это бывший большой человек в России, депутат, там 3-10. И к нему в 2000 году, по-моему, когда шел геноцид чеченского народа, русским срочно нужно было переключить внимание с поддержки Запада чеченцев, переключить внимание на другие проблемы. И Америка, Запад нас не оставлял. Хоть я и критикую и Америку, и Запад, я, конечно же, понимаю, что это все не так однозначно, и знаю, что именно нас они поддерживали. Но русские добились того, что произошло 11 сентября, и внимание всех переключилось на борьбу с исламским терроризмом, и чеченский народ, чеченское сопротивление было пристегнуто к этому. Это вот для чего это было нужно русским. Русские лютой ненавистью ненавидят чеченцев. Вот всем, вот как угодно им нужно нас победить, заткнуть. И им никогда это не удастся сделать, понимаете? Никогда. Они просто нас не знают. Это невозможно просто. Можно убить, можно захватить, можно в плен взять, можно там на цепи там бить каждый день палкой, посадив на цепь можно человека. Но покорить нас невозможно. Это понять. Рабскому менталитету, рабской психологии это невозможно понять.
Так вот, к нему в 2000 году, Константину Боровому, обратился представитель ГРУ и сказал, что готовится удар 11 сентября, не 11 сентября, готовится удар в Нью-Йорке, в Америке, готовится мощный террористический акт против башен-близнецов. Ну, скорее всего, это в Нью-Йорке произойдет. Он пошел в американское посольство, он находится жив-здоров, живет в Америке, пошел в американское посольство, все это прямо рассказывает под запись, он Гарри Табах, он давал интервью, и ранее он об этом говорил. Пошел в американское посольство, попросил прием, сказал, что готовится против вас такой-то террористический акт, что ему ГРУ об этом сообщило. Ему сказали, что мы такую информацию у вас принять не можем, вы должны это лететь в Америку. Он полетел в Соединенные Штаты Америки, встретился, по-моему, с замом директора ФБР или с директором ФБР, рассказал ему обо всем об этом. И потом произошел террористический акт. Поэтому я считаю, что за этим стоят русские террористы, русские спецслужбы. Так, ДРС, Хормасер, Борвай, Далата. А как думаете, что вы можете быть, как думаете, вы, что может быть в будущем, если везде все станут это предвидеть? Я не понял вашего вопроса. Я не знаю, о чем вы говорите. Так, давайте дальше. Да. Привітання до слез. Бавонятка, вітаю вас. Живе Беларусь. Бавонятка, бавонятка. Мол, вы говорите, что смута будет. Везде все станут это предвидеть. Что может быть в будущем? Ну, я не могу предвидеть, я сразу говорю, я просто предполагаю. Например, есть вещи, есть обычная история, которая, она циклична и повторяется. Есть знания, которые мы имеем, мы жили в России, мы учились в русских школах, в русских университетах, и читали русскую прессу, читали русскую литературу, книги, научную. И мы знаем, как действует КГБ, как действует, как происходят его методы. И, например, еще в прошлом году, еще даже в самом начале, да, позапрошлом, когда в 22-м началась широкомасштабная война, я говорил, что будут репрессии. Может, в прошлом, я говорю, позапрошлом, будут репрессии военных. Писал тексты об этом. Вот мои зрители, мои подписчики не дадут солгать. Все это было, очевидно, прямо говорилось. Я предполагал, что тогда это произойдет. Ну, может быть, потому что я так говорил, может быть, какие другие обстоятельства. Это немножко оттягивалось. Может быть, происходили репрессии, не было слышно, не говорили. Но потихонечку мы пришли к этому, и мы уже видим, что замминистра обороны, например, Шойгу побыл на этом месте. Он абсолютно все контролировал, находясь министром обороны. Отошел в сторону, всех его заместителей, всех начали хапать. А Шойгу не пострадал. Это говорит, что есть определенная кодла, старая проверенная кодла, которая еще со времен взрыва домов в 1999 году, где Шойгу как раз тогда был заметателем следов. Это одна банда: Патрушев, Шойгу, Путин. Это несколько человек, которые верны друг другу, не сдают друг друга. Но вот отодвинули сейчас Шойгу, поставили другого и зачищают военных. И это было очевидно, для этого не нужно быть провидцем, не нужно. И многие вещи были очевидны. Все действия, которые они предпринимают, если внимательно наблюдать за этим и немножко разбираться в том, что они делают, по косвенным причинам, по косвенным признакам можно определить, что они затевают то или другое. В 2013 году, в 2013 году я украинцам писал, говорил о том, что на вас они нападут, потому что у меня были факты, свидетельствующие о том, что они готовят что-то против Украины. Были чеченцы, которые работали на ГРУ,
которые возили туда оружие, с Аксеновым общались, заказные убийства там разные совершали. И я как адвокат, как правозащитник, как чеченец получал много информации от разных людей, которым я помогал, писал бумаги, там, правозащитной деятельностью занимался. И где-то кого-то консультировал, и у меня собиралась картина, и я мог представить, что один в один, как в Ичкерии, начиналось точно так же против Украины. И я писал украинцам, и мне говорили: ты что, мы же христиане, это вы просто мусульмане, вы отличаетесь, никогда русские на нас не нападут. В 13 году это было. Я говорил: нет, мы то же самое говорили, мы советские граждане, у нас живет огромное количество русских, никогда Россия на нас не нападет. Мы только разошлись, мы все советские граждане, у нас никаких претензий к России нет, мы всегда с ней договоримся. Мы, ни приватизация их не нужна, мы на собственность РСФСР мы не претендовали, на собственность Советского Союза мы не претендовали, эту, как, не проводили вот этот раздел имущества, так называемый. Вот всего этого мы не думали нападут. И украинцы мне то же самое говорили. Мы, братья, никогда в жизни нападут. Нападут. Я немцам говорил, несколько лет назад я говорил, буквально в прошлом, позапрошлом году говорил, уже когда широкомасштабная началась, они нападут на Германию. ГДР это их интерес. После окончания Второй мировой войны договор между Соединенными Штатами, Великобританией и Сталиным, Россией, произошел по разделу сфер влияния. И они на этом настаивают. И самое главное, американцы и англичане особо против этого не возражают. И они будут это забирать. Вот сейчас на Украине начали возражать. А до этого, ну что поделаешь, увы и ах, подождите, потерпите, сейчас русские станут людьми, пожалуйста. Мы сидим в клетке с людоедом-медведем, который только человеческой плотью и питается. А нам: вы немножко подождите, сейчас он человеком превратится. Вот сейчас он доест вас, и все, и станет человеком сразу. Да, не стал. И вот я когда говорил немцам, смеялись, как и украинцы. Так, да нет, это невозможно. А теперь министр обороны Германии говорит, что в 29 году или 28 году мы готовимся, в 26 году мы готовимся к войне с Россией, Россия на нас нападет. Это министр обороны говорит. А я это говорил 2 года назад. Я говорил 10 лет назад, это немцам, но 2 года назад, я помню просто, как на одной встрече, прям так, снисходительно, скажем так, надо мной улыбались. Да нет, да вы что, вы тут нагнетаете. Да вы не может быть. Да вы радикал, голубчик. Так, пойдемте дальше. Вы опасны. Ваше признание — это опять война. Я так понял вас. Поэтому не слушайте правду. Не нужно знать правду. Пребывайте в блаженном неведении. Потому что вдруг, если вы узнаете правду, начнется война. Покоритесь злу, несправедливости. И дайте себя убивать, съедать себя дайте. Но не говорите правду. Вот что сказал Иван Иванович такой. Я ему говорю: тебя взрывают, ты, долпень, тебя, твоих женщин, детей спящих взрывают, чтобы обвинить в этом нас, чеченцев, натравить вас, русских, на нас. Он говорит: не надо правду знать. Так завтра ж тебя взорвут, твою семью взорвут. Понимаешь? Ну вообще... Не оскорбляй. Я тебя не оскорблял, я тебя назвал долпенью просто, потому что ты не понимаешь, что ты несешь просто. Молодец, брат, начатое дело доводи до конца во благо всего народа. Да, мула, да, мула. У меня другого выбора нет. Я
Я нормально говорю. Ты нормально говоришь. Немцам ты говорил, а немцы бывало, что напали на Украину и Россию. Немцы, когда напали на Украину, на Россию. Бывало, ты имеешь в виду в 45-м, 41-м, когда вы вместе с Гитлером начали Вторую мировую войну. Потом, когда и войска Гитлера ушли на Запад, захватывая Европу, Францию, завязли в боях там во Франции, там в других местах. И ваше великоблагородие, самый честный и самый великий, который больше русский, чем русский, решил напасть сзади и захватить то, что уже немцы отвоевали и ушли вперед. Я правильно понимаю? Вы между собой там поругались, что-то там поссорились и между собой поубивали. Просто мы за что пострадали, я так и не понял. Вы, понятно, вы-то великие все, что нацисты, что русисты. Мы-то при чем? Будьте великими, не за наш счет, пожалуйста. Будем благодарны. Det är masera boilo edellä lähtö. Как-то так. Мы уже 1,5 часа. Как быстро с вами летит время, друзья. 1,5 часа в эфире уже. На этом, я думаю, можно заканчивать. Если у вас больше нет особых вопросов, друзья, можно будет закончить наш великолепный, полезный, нужный, жизненно важно необходимый стрим, который завтра будет, кстати говоря, на чеченском языке, с Ахьядом будет. У нас уже где-то 800 человек подписалось за этот стрим. У нас получается окно такое, вещать на Россию во время только стрима, потому что канал запрещен на территории фашистской России. Те 800 человек, я думаю, еще подпишутся после уже стрима, хотя уже немного. Я вас всех приветствую те наши 96 тысяч, которые есть. И те, кто новые сегодня подписались, мы вас всех приветствуем. На этом канале вы услышите только правду и ничего, кроме правды, от чеченца, который видел сам своими глазами очень многое. На этом я свой прекрасный стрим заканчиваю и прощаюсь с вами. Спасибо вам большое, друзья. Берегите себя. Все будет Ичкерия. Слава Украине. О Аллах, благослови Америку. Ади кёль маш оль. Всего хорошего. До свидания, друзья.